Их ждет самое масштабное молодежное событие в мире, которое объединит неравнодушных людей со всей планеты, а именно 188 стран. Молодые, заряженные позитивом и стремлением покорять вершины. Именно с таким настроем они готовятся поехать в Сочи, где и пройдет Всемирный фестиваль молодежи. Поздравить и пожелать им легкого пути приехал председатель правительства Ингушетии Владимир Сластенин. Участие в фестивале мирового масштаба – это событие в жизни любого молодого человека. Выше фестиваля мирового ничего не бывает. Это обмен опытом, обмен мнением, знакомство, заведение новых связей. Это и развитие молодого человека, и представление нашей республики на фестивале. Всемирный фестиваль молодежи 2024 – это диалог и поиск взаимопонимания, вне зависимости от национальностей, политических взглядов и культурных особенностей. Он пройдет по указу президента России с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус. Самой юной участнице 16 лет. Она прошла отборочный этап для несовершеннолетних. 4 основные категории. Сначала это было заполнение портфолио, затем видеовизитка со своим социальным проектом. Далее был тест по выбранному направлению. У меня это было лидерство и менеджмент. Далее у нас было собеседование с представителем детской конкурсной комиссии, и по итогу люди, набравшие максимальное количество баллов, проходили как раз таки на фестиваль. Принять участие в фестивале могут все желающие в возрасте от 18 до 35 лет, а также подростки от 14 до 17. В этом году на одной площадке соберутся более 20 тысяч человек, чтобы дать начало новой дружбе и взаимному обогащению традициями. Подразделяется на разные дни. Там будет спортивный забег, будет торжественное открытие на фестивале, будет массовое шествие народов мира, где молодежь мира будет идти по фестивальной площадке со своими флагами. Будут спортивные соревнования, научные конференции. На фестивале каждое утро будут проходить зарядки с лучшими спортсменами, концерты с ведущими артистами страны. Всемирный фестиваль молодежи в нашей стране проходит в 4-й раз. Впервые он состоялся в 1957 году под лозунгом «За мир и за дружбу», после в 1985 и в 2017 годах. Для наших ребят это отличная возможность проявить себя. Настрой, с их слов, на высшем уровне. Конечно, от фестиваля мы ожидаем самых ярких площадок, самых ярких событий, людей, и, в принципе, новых проектов для себя, для своего региона. Честно говоря, я ожидаю, что я познакомлюсь с разными национальностями, которые будут приезжать. Планирую отдохнуть, весело провести время. До Сочи они доедут на автобусах дружной и большой компанией для того, чтобы стать частью истории крупнейшего международного события. Мадина Цора, Магомед Дарсигов, Магаз, 24.